Я еще дважды встретил переписчика в подъезде с планшетом. Она уточнила, в какой я квартире, увидела, что у нее там стоит пометка: в этой квартире все прошли перепись, и отстала, уточнила просто, когда соседи лучше застали. Поэтому у меня вот такого отторжения к организации нет. Хотя, соглашусь, наверное, проблемы там были, и вопросы к статистическому управлению не случайно возникли, и руководитель там поменялся после переписи. Но если говорить о результатах, то все пострадали, кроме одной категории людей. Люди, которые не определили свою национальность. Их стало на 10 миллионов больше в России. Вот все в этом татарларшин, да. Все наши 600 тысяч, они там, они просто не смогли обозначить. А почему не смогли? Потому что, скорее всего, есть такая версия у экспертов, это связано с особенностями. До кого не дошли, по тем информацию вносили в схему, по каким-то доступным базам данных. А мы сейчас не указываем нигде свою национальность. Ни в паспорте, ни в каких-то анкетах. Этой информации просто нет. Соответственно, она в базы и не попала. Поэтому, наверное, радикальное решение будет не с татарским гектаром, а вот вернуть графу национальность. Тогда мы, конечно, всех татар обратно вернем.